Добрый день, дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас сегодня в Городском доме культуры и национального творчества на вокальном конкурсе «Молодые таланты-2023». С вами сегодня ведущая мероприятия я, Дилана Шея. В этом году мы проводим мероприятие в преддверии Дня народного единства, праздника, объединяющего более 190 народов нашей многонациональной страны. Сегодня на этой сцене будут состязаться более десятков молодых талантов разных национальностей из Московской, Тамбовской, Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республика Адыгея. Оценивать выступления участников будут члены нашего многоуважаемого жюри. Представим их вашему вниманию. Ариадна Прокопиду, исполнительный директор, руководитель вокального ансамбля Московского общества греков. Мирзаган Амади, выпускник МПГУ имени Ленина, магистр музыкального образования, победитель международных и всероссийских конкурсов среди студентов и профессионалов. Тагир Салихов, художественный руководитель народного коллектива, ансамбля татарской музыки «Тургай», Городского дома культуры и национального творчества. Татьяна Бондаренко, педагог по вокалу, руководитель вокальной студии «Коктейль», Городского дома культуры и национального творчества. Уважаемые гости, организатором сегодняшнего мероприятия является Федеральная национальная культурная автономия курдов Российской Федерации, которая проводит конкурс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Министерства национальной политики и общественных отношений Саратовской области. Я хочу пригласить на эту сцену сопредседателя Федеральной национальной культурной автономии курдов России Фархата Абдурахмановича Патиева для объявления открытия вокального конкурса «Молодые таланты-2023». Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые гости. Сегодня мы приехали к вам из Москвы для того, чтобы провести такой необычный конкурс в преддверии Дня народного единства. Хотим подчеркнуть крепость, дружбу, целостность нашего многонационального народа. Сегодня будут состязаться, как отметила ведущие, представители разных национальностей, разных возрастных групп. Здесь также в зале присутствуют наши почетные гости, представители, руководители национальных объединений города Саратова, Саратовской области. Мы всех их приветствуем. Много говорить не буду, но единственное, хочу пожелать всем участникам сегодняшнего конкурса наилучшего выступления, демонстрации самых лучших своих качеств, своего таланта. И мы надеемся, что по итогам мероприятия мы уйдем отсюда с красивыми, добрыми впечатлениями. Спасибо за внимание. Слово для приветственной речи предоставляется заместителю министра национальной политики и общественных отношений Саратовской области Лещенко Тимофею Ивановичу. Добрый день, дорогие друзья! Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области поддерживает все начинания, мероприятия и проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Саратовской области. В первую очередь от лица Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области хотелось бы поблагодарить Федеральную национально-культурную автономию курдов Российской Федерации за организацию в преддверии Дня народного единства такого потрясающего мероприятия. И стоит отметить, что сегодняшние мероприятия проходят при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Я также хотел бы поприветствовать наших талантливых участников из Республики Адыгея, Тамбовской и Московской областей, из Краснодарского и Ставропольского краев. На территории Саратовской области в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей.
И как в своих выступлениях достаточно часто отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, то, что сила нашего государства в единстве и дружбе народов. И сегодня у всех нас есть прекрасная возможность увидеть это единство и дружбу народов. Сегодня молодые таланты, наши звездочки различных национальностей и вероисповеданий представят свою культуру, традиции и быт. Я желаю всем участникам мероприятия хорошего, позитивного настроения, радости и дружеской встречи, а нашим молодым талантам творческих успехов и также дружеской встречи. Спасибо большое за внимание. По случаю сегодняшнего мероприятия нам поступило письмо от Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Позвольте зачитать вам его. Уважаемые участники и гости замечательного мероприятия вокального конкурса «Молодые таланты-2023», Федеральное агентство по делам национальностей и Федеральное государственное бюджетное учреждение Дом народов России всегда приветствуют и поддерживают фестивали и конкурсы, направленные на взаимообогащение и взаимопонимание между народами, живущими в нашей необъятной стране. Благодарим руководителя Общероссийской общественной организации «Федеральная национальная культурная автономия курдов Российской Федерации» за организацию и проведение конкурса. У нас в Российской Федерации есть все возможности бережно хранить и развивать традиции многонационального народа и показать неповторимость каждого региона России, популяризировать культуру многонационального народа нашей Родины. В рамках таких мероприятий происходят встречи и обмен опытом, а это уже само по себе является продолжением традиций, которые мы любим, чтим и стараемся беречь, потому что они укрепляют дружеские связи между народами России. Надеемся, что конкурс «Молодые таланты-2023» станет знаковым событием в культурной жизни не только многонациональной Саратовской области, но и всей нашей страны. Пусть на мероприятии царит атмосфера дружбы и взаимопонимания. Пусть наш конкурс останется надолго в памяти участников. Уверены, что талант, мастерство, любовь и преданность участников найдут самый горячий отклик в сердцах зрителей. Желаем организаторам и участникам удачи и процветания, а нашему народу мира и добра. Спасибо огромное за пожелание. Слово для поздравления предоставляется главе представительства Северной и Восточной Сирии в Российской Федерации Решаду Бинаву. سريدا جبوي حموم ايوان حاضر و خواندنا ما کسی که اف فستیوال هنه ارگانیزاسیون کردن автономия کرد جبوی هر دو افسرو که ام سپاسی دکن و سپاسیا ملوانیا باجار سرافت دکن کو اشتکیوسا پیشکش کردن. Я сегодня помогу с переводом с курдского языка для господина Решада Бинава, поскольку его переводчик не смог приехать сюда. Господин Решад Бинав благодарит всех вас за участие в сегодняшнем мероприятии, благодарит руководство Саратовской области за предоставление возможности проведения мероприятия на территории субъекта. دیروکا چند کردی یا کهناره به هزار ساله همو بریا دنگبیجی و بریا ویرنگی هنی حتی روزمایی رو هاتیه جبوی هنی خبات کی ویرنگی هنی داف جوان مدا دست پیکرن تشتکی بنرخه و مرو پیروز دوینه. Если говорить о песнях, то их значимость в том, что на протяжении многих столетий, тысячелетий, из поколения в поколение через песни передавалась история, быт, уклад, традиция тех или иных народов. براستی جیان وکی کردین سوریا یا کو جیان دکل همدری باکر و رجلات سوریا داما ام الخوات کی ویرنگ هنه دیرن و دبینن کو دهندر روسیا دا درفت کی پرمزن هه خوات چاندی پیش بکوه گل وسا پیشگیری هردو بکن و فستیوال ویرنگی پیش بخن ام دکارن وین خوات هنه و نمونه روسیا لولات خواه پیک بینن. Мы, как народ, проживающий на территории Сирии, как представители Северной и Восточной Сирии, для нас то, что происходит в России, и те традиции по соблюдению и сохранению культур
представителей разных национальностей для нас является большим примером, и мы готовы их перенять и на территории своей страны. از وقتی کس گله کی خوشم کو بجداری بی فستیوال هنی بومه و دوی داری دا جه خواب بگیرم و هر وها جبوی جوانی که تری بونه جوارا سرکفتت خوازم و دی ساجی جبوی ارگانیزاسیون به автономия Курд و Ривабрия Саратов هم спасибо кем делать. Для меня большая честь принимать участие в таком мероприятии. Я хочу выразить благодарность Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации за приглашение на этот конкурс. Спасибо. Спасибо. Ну, уважаемые друзья, уважаемые гости, позвольте объявить открытие сегодняшнего конкурса. Вокальный конкурс «Молодые таланты 2023» объявляется открытым. На сцену приглашается первый конкурсант вокального конкурса «Молодые таланты 2023» Перимова Софья с русской песней «Я живу в России». Руководитель Вера Лысенко, детская школа искусств номер 15. Город Саратов. Младшая возрастная группа 7-14 лет. Встречайте. Хаджиева Саре. Курдская песня «Кяча Курдас». Перевода «Курдская дочь». Педагог по вокалу Елена Ксенофонтова. Детская школа искусств номер 2 городского округа Люберцы, Московская область. Младшая возрастная группа 7-14 лет.
Иноземцева Виктория. Английская песня «You Lost Me». «Ты потерял меня». Руководитель Людмила Гречушкина. Городской дом культуры «Звезда». Город Саратов. Средняя возрастная группа 15-21 год. She
Яндягина Виктория, чувашская песня «Таван Я», родное село, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, село Шняево, младшая возрастная группа 7-14 лет.
Ковалев Артем. Русская народная песня «Морошка». Город Новоалександровск, Ставропольский край. Старшая возрастная группа 22-30 лет.
ты ж меня грустишь одна. За море перееду, да, любимая, доеду, за границей стоит весна. Пролетает тут дорожка, цветет как эта дорожка, а ты ж меня грустишь одна. За море перееду, да, любимая, доеду, за границей стоит весна. Пролетает тут дорожка, цветет как эта дорожка, а ты ж меня грустишь одна. За море перееду, да, любимая, доеду, за границей стоит весна. Малаев Булат. Песня «Мы». Волжский район, город Саратов, младшая возрастная группа 7-14 лет. Солнце пылает над нами, гордо летая ветрами, с нами вольная земля навсегда. День зажигает сердцами, вверх поднимается знамя, с нами вера да любовь, с нами Бог. Мы это вечное в нашей крови, и в моем поколении мы. Это связано не бумаги, никогда никому не славить, не живем на коленях мы. Это правда одна на весь мир, Сердце горело словами, правда и сила за нами. Гордо все переживет наш народ. День зажигает сердцами, вверх поднимается знамя, с нами вера да любовь, с нами Бог. Мы это вечное в нашей крови, и в моем поколении мы. Это связано не бумаги, никогда никому не славить, не живем на коленях мы. Это правда одна на весь мир, это вечное в нашей крови, и в моем поколении мы. Это связано не бумаги, это мы. Никогда никому не славить, не живем на коленях мы. Это правда одна на весь мир, это мы. Бабаев Ибрагим. Курдская песня «Безработан». Месопотамия. Город Краснодар. Средняя возрастная группа 15-21 год.
Ефимова Юлия. Русская песня «Россия». Руководитель Вера Лысенко. Город Саратов. Младшая возрастная группа 7-14 лет.
Арамян Карина. Армянская песня «Армения Джан». Армения – жизнь. Руководитель Вера Лысенко, город Саратов, младшая возрастная группа 7-14 лет.
лучшая татарская песня «Азген Kesчек» «Озорная девчонка». Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, село Шняево. Младшая возрастная группа 7-14 лет. Мы благодарим всех выступивших участников, а пока на сцену готовятся выступить наши следующие конкурсанты, я хочу пригласить на эту сцену танцевальный коллектив «Беликан», который исполнит курдские народные танцы региона Мердин. Художественный руководитель Гозал Юсупова. Под ваши бурные аплодисменты.
Патиева Ариана. Английская песня «Bad Romance». Порочный роман. Первомайский муниципальный район. Тамбовская область. Средняя возрастная группа 15-21 год. Ra ra ra
want you, and you know that I need you. I want you back, you're back, and that's. Know you love me, that you would be the right man of this. Know you love me, that you would be the right man of this. You, and you know that I need you. I want you back, back. Know you love me, that you would be the right man of this. Know you love me, that you would be the right man of this. Fashion baby working all day, crazy walk, fashion baby working all day, crazy walk, fashion baby working all day, crazy walk, fashion baby working all day. Baby, I want your love, yeah, I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends, j'ai ton l'amour, et j'ai tout avec moi, j'ai ton l'amour. Алиева Азиза. Курдская песня «Дым духваза Харадженки». «Сердце ведет меня в бой». Краснокутский муниципальный район, Саратовская область. Средняя возрастная группа 15-21 год.
Набиева Шуша. Русская песня «Мама». Красногвардейский муниципальный район. Республика Адыгея. Младшая возрастная группа 7-14 лет. Значит, сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. О, какой года не старят, серебро и сталь пустает, и усталости не знает, где душа твоя. Как люблю твои, мама, руки,
Саратов. Младшая возрастная группа 7-14 лет. Джураев Абдул-Вафо. Таджикская песня «Это не имеет смысла». Город Мичуринск, Тамбовская область, средняя возрастная группа 15-21 год.
Юсупов Диар. Курдская песня «Берхудан Жиярне». Жизнь, борьба. Дергачевский муниципальный район, Саратовская область. Средняя возрастная группа 15-21 год.
Уважаемые гости, сегодня на этой сцене поют не только финалисты нашего конкурса, но и некоторые члены нашего многоуважаемого жюри. Позвольте пригласить на сцену Мирзада Мамади, который исполнит песню «Этот большой мир». Под ваши бурные аплодисменты встречайте. Друзья, я вас всех сердечно приветствую и спою я сегодня для вас песню с символическим названием «Этот большой мир». Не может не радовать наличие сегодня в зале греков, курдов, армян, чуваш, татар. Кого еще пропустил, подскажите из зала? Русских, безусловно. Кого еще? Табасаранцев, еще кого? Казахов. Значит, дорогие друзья, я спою песню с очень символическим названием «Этот большой мир». Мы с вами все, это и есть этот большой мир. И если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. А что вы чеченов забыли? Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди длинный как жизнь путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебетильных птиц, я возьму добрых ручьев лес, я возьму свет красных зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
земных верст. Я буду плыть в спелом густом льне, там вдали, там возле синих звезд солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Всех поздравляю с праздником. Все молодцы. Ждем всех после антракта на вторую часть. Уважаемые гости и друзья, объявляется 15-минутный антракт.
вокальный конкурс «Молодые таланты 2023». И на сцену приглашается Михайлова Алиса с песней «Вязаная звездочка», руководитель Виктория Василькина, муниципальное учреждение культуры «Клуб Увек», город Саратов. Первая возрастная группа 7-14 лет. Встречайте. Усенов Махмед, курдско-русский машап «Мегри, не плачь» и «Я свободен». Первомайский муниципальный район, Тамбовская область. Третья возрастная группа 22-30 лет.
тишине. Холодный шепот звезд, мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвало. Свободной стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвие ножа. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с тихим ветром на окне. Я свободен, наяву, на небесе. Морозова Ольга. Русская песня «В синем море, в белой пене». Руководитель Виктория Василькина. Муниципальное учреждение культуры «Клуб УВЕК». Город Саратов. Первая возрастная группа 7-14 лет. Море, море, ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят, с якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Сидит море в белой пене, не захлебываясь пением, в море тонут корабли. Тут на дно они ложатся, с якорями, с парусами, и когда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли летят разбиты, сундуки стоят раскрыты, и зубы осыпаются
Тимишева Алена. Песня «Край родной». Дергачевский муниципальный район, Саратовская область, первая возрастная группа, 7-14 лет. Восходит солнце, убегает с неба мгла, над полями песня льется, просыпается страна. По лугам идет Россия, к родникам воды живой, чтобы мудростью и силой делиться ей со мной. Печаль твою и боль ветер унесет, не сломилась, не сдалась в трудные года. Ты сберечь огонь любви для людей смогла. Ой, родной, моя нежность, моя сила, ты одна моя Россия. Край родной, моя нежность, моя сила, моя вера и моя любовь. Ты одна моя Россия. Ты одна моя Россия. Попова Ангелина. Песня «Знаю я». Руководитель Виктория Василькина, муниципальное учреждение культуры «Клуб Увех», город Саратов, первая возрастная группа, 7-14 лет. Такие взрослые, смешные, они всегда о чем-то спорят, они совсем не понимают, что в мире лучше, чем быть в ссоре. Такие взрослые, смешные, все говорят, что я ребенок, что не понять немного их истин, хотя еще слепой котенок. И объяснить им как, что это все не так. Ведь знаю я, что птицы летят наверху, зима время кровью, а летом солнце согревает всю вокруг. Знаю я, что глупая земля, что жить без любви нельзя, что все рассветы в мире для меня стоят. Такие взрослые, смешные,
смешные, они всегда идут по кругу. И по утрам, спеша напрасно, улыбаются друг другу. Такие взрослые, смешные, они совсем не верят в сказки. Они как будто бы забыли, что в мире есть цветные краски. И как им объяснить, что в сказке можно жить? Ведь знаю я, что птицы летят на юг, зима время дней, а летом солнце согревает всё вокруг. Знаю я, что круглая земля, что жить без любви нельзя, что все рассветы в этом мире для меня стоят. Знаю я. Ведь знаю я, что птицы летят на юг, зима время белых юг, летом солнце согревает всё вокруг. Знаю я, что круглая земля, что жить без любви нельзя, что все рассветы в этом мире для меня стоят. Алиев Бари. Курдская песня «Буке Биден». Приведите невесту. Ершовский муниципальный район, Саратовская область. Третья возрастная группа 22-30 лет.
Руководитель Людмила Фоменко, Красногудский муниципальный район, Саратовская область. Первая возрастная группа 7-14 лет. Звезды мерят наше время, день сменяет ночь. И мы, конечно, каждый год заследим. Дай мне руку, если ты со мною заодно. Наш мир, мы сделаем с тобой светлее, чтобы жить смирно и любить сильно и дарить добро. С тобой бескрайний океан, и ветер дарит два крыла. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, если мы вместе, если мы вместе. Луч звезды далека и робко гонит небосклон, но как светло сияют миллион созвездий. Дай мне руку, если ты со мною заодно. Всего добьемся мы, когда мы вместе. Чтобы жить сильно и любить сильно и дарить добро. С тобой бескрайний океан, и ветер дарит два крыла. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, если мы вместе, если мы вместе. Вместе так просто зажигать звезды. Вместе так легко. С тобой бескрайний океан, и ветер дарит два крыла. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, если мы вместе, если мы вместе, если мы вместе. Ермилова Дарья, песня «Золотая осень». Руководитель Юлия Юфимцева, Дом культуры станции Тарханы, Гагаринский район, город Саратов. Первая возрастная группа 7-14 лет. Золотые дожди листопада
Орлов-Гайский сельский дом культуры, Ершовский муниципальный район, Саратовская область, 3-я возрастная группа, 22-30 лет. Подлесных Полина. Песня «Решаешь только ты». Руководитель Илона Побиянская. Дом культуры химиков. Город Саратов. 1-я возрастная группа 7-14 лет. Открываем двери.
спеши, это ветра сбивают с ног, но ты не одинок, если так не где-то, и если слушать сердце, нужно все пути пройти. Махсудова Мальвина, курдская песня «Дельберина». «Сердце мое ранено». Город Краснодар, 3-я возрастная группа, 22-30 лет. Прошу. No,
неважно. Русская песня «Звенит январская вьюга». Муниципальное учреждение культуры, клуб «Увек», город Саратов. Третья возрастная группа, 22-30 лет. Встретиться, проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь суматоху дней, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни плещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Еще одна задача сложная, найдешь вдруг она ложная, ложная, найдешь обманную, но в суматохе в ней легко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни плещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, в суматохе дней нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни плещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, не найдут никогда. Пока члены нашего жюри подводят итоги голосования, я хочу пригласить на сцену танцевальный коллектив «Мираж», который исполнит казахский стилизованный танец «Бустан-кыз». Руководитель Светлана Айсагалиева. Встречайте! Звенит
коллектив «Мираж» за прекрасное выступление и хотим пригласить на сцену еще одну танцевальную группу – ансамбль курдского народного танца «Зилян». Встречайте!
Уважаемые гости, мы хотим сделать для вас еще один музыкальный подарок и приглашаем на эту сцену еще одного члена нашего многоуважаемого жюри, Ариадну Прокопиду, с песней «Скажи мне еще раз люблю». Под ваши бурные аплодисменты встречайте. Прежде всего, от всех греков России, и не только России, низкий вам поклон за то, что вы делаете. Вокал – это та часть искусства, культуры, которую мы слышим. И как мы подносим эту песню вам, дорогие слушатели и зрители, так вы ее чувствуете. Я хочу вам сказать только одно. Кто бы сегодня не выиграл, вы все молодцы, вы все умники, и желаем вам зеленой дороги в вашей вокальной, как сказать по-русски, диадромной дорожке. Так что, ευχαριστώ πάρα πολύ, потому что я гречанка, скажу вам по-гречески, που με καλέσατε και καλό δρόμο σε όλους. Спасибо за приглашение и хорошей дороги всем в деле, которое вы делаете. Легим, Сарабо, Сана. Я не вижу вашей поддержки. Λέγει μου σ' αγαπώ ξανά, πέστε μου να πεθάνω. Λέγει μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Και θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, ό,τι θες. Και θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, ό,τι θες. Смотрите, поднимайте ручки. Вот. Вместе со мной, как волна. Я вас вижу. Молодцы. И λέγει μου σ' αγαπώ ξανά, πέστε μου για να λιώσω. Λέγει μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Και θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, ό,τι θες. Микрофон, пока человек не доскажет. Спасибо. Надеюсь, вы не строгое жюри. А пока наши жюри подводят итоги, а их помощники готовят дипломы нашим участникам и победителям, мы покажем вам ролик о курдских свадебных традициях. Внимание на экран!
В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. С давних пор приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. Мать – первый ключ к пониманию традиционных ценностей и уклада. Самые распространенные курдские изречения обращены к женщине. «Не забывай язык свой, язык твоей матери», гласит старинная пословица. Передавая из поколения в поколение накопленный предками опыт и знания уникальных культурных обычаев, женщина всегда почиталась как символ единства. Переступая порог дома своей свекрови, Хаси, невестка исполняет честь высокой традиции преемственности поколений. Насаждаемые стереотипы зародили в определенных кругах ошибочное представление о курдской семье и традиционных устоях. Ярким примером подобных заблуждений служат кражи невест, ранние и принудительные браки. Практика браков по договоренности между семьями, вопреки желанию молодых, не имеет отношения к курдским национальным традициям. Портрет курдского народа на протяжении его многовековой истории формировали традиции, наделяющие женщину благородным авторитетом, а мужчину полной нетерпимостью к насилию и безнравственности. Многие бытовые обряды хоть и остались в летописях народа, уступив место порядкам современности, но традиционные ценности курдов бессмертны в незыблемой памяти о предках, подаривших потомкам богатейшее культурное наследие. Из недр курдской истории до наших дней дошла традиция совета пиров. Пиры – старейшины. Во все века обладали значительным влиянием в решении самых разных вопросов. Даже курдские князья и эмиры не могли принимать полностью самостоятельных решений, игнорируя мнение совета. Традиционно создание семьи начинается с выбора невесты. Найти человека, союз с которым принесет долгие годы любви и согласия, непросто, поэтому для каждого важно получить мудрый совет, поддержку и одобрение пиров. Старейшины собираются в доме семьи жениха, беседуют с родителями молодого человека. Большое внимание уделяется семье будущей избранницы. Участие пиров служит основой процветания и благополучия общины, способствует тому, чтобы среди родственников с обеих сторон установились отношения сотрудничества и взаимопонимания. Курдский союз сердец строится на единстве мировоззрений и ценностей. Развод считается огромной трагедией. Браки, согласно национальным традициям, заключаются один раз и на всю жизнь. Курдские обычаи не запрещают девушкам и юношам видеть друг друга до свадьбы. Женское затворничество и запреты на социальные контакты, известные во многих религиозно-культурных порядках восточных народов, чужды исконной традиции курдов. Серьезность намерений влюбленный курд не скрывает и намекает об этом избраннице. Если девушка отвечает мужчине взаимностью, он раскрывает сердечный секрет своей сестре, чтобы та передала радостную весть родителям. Преисполненные волнением родители жениха отправляют в дом невесты родственника получить согласие на сватовство. Если семья девушки одобряет союз молодых, мать и отец будущей невесты спрашивают мнение дочери. При сватовстве основой является обоюдное согласие. Сторона девушки может принять и отрицательное решение, но в этом случае его озвучивают как можно более мягко и вежливо. В традиции курдов сватовство состоит из двух обрядов – бельге и нишани. В день бельге родители жениха приходят в дом невесты совершить первый, очень значимый ритуал сватовства. Голову и плечи невесты покрывают традиционным курдским платком в знак того, что ее сторона приняла предложение и согласилась выдать дочь замуж. Нишани в переводе с курдского языка означает «помолвка». Жениха и невесту выводят в середину комнаты. Родственники встают в полукруг, чтобы засвидетельствовать второй обряд сватовства. Старший мужчина со стороны жениха надевает жениху и невесте на безымянный палец правой руки кольца, связанные красной лентой. Молодые стоят молча, в то время как проводящий обряд произносят «Встретьте старость вашу на одной подушке». Затем красную ленту разрезают. С этого момента юноша и девушка становятся законными женихом и невестой.
Один из самых красочных и эффектных обрядов, предшествующих дню свадьбы, носит столь же красивое название, что и сама церемония – Ночь Хны. Этот ритуал проводится несколько дней до свадьбы или за день до свадьбы. Он символизирует прощание невесты с родительским домом. Девушка приглашает своих незамужних подруг, жениха сопровождает самый близкий друг. Церемонию открывает традиционная песня «Хне пимен тайште кын». Жениха и невесту в красном платье усаживают в центре комнаты. Вокруг них в плавном течении хоровода, называемого Дилана Хне, кружат девушки, исполняющие загадочный танец со свечами. Они символизируют огонь, освещающий путь любящих сердец живым пламенем, символом вечной любви. Именно этот момент погружает невесту в осознание того, что она проводит последние часы в кругу семьи и подруг перед тем, как выйдет замуж и переедет в дом мужа. Ключевым обрядом инициации является нанесение хны. Проведение этого ритуала доверяют только той женщине, чей единственный брак сложился удачно. Эта важная деталь связана с поверьем. Счастливая замужняя куртянка передаст свой семейный опыт юной девушке. Невеста не разжимает ладонь до тех пор, пока не получит в подарок от будущей свекрови золотую монету, символ процветания, изобилия и удачи. Небольшое количество пасты размещают в центре ладони невесты, придавая форму круга. Затем кладут монету. Чтобы рисунок не утратил контура и хна заиграла насыщенными красками, кисть перевязывают красным платком или одевают ляпик – тканевую варежку. Жениху наносят хну на мизинец и безымянный палец густым равномерным слоем. По окончании ритуала девушкам принято дарить маленькие свертки с хной. Такой подарок предвещает скорое обретение счастья и исполнение желания. В день свадьбы утро невесты начинается с обряда наряжения. В доме девушки собираются близкие подруги и родственники. Женщины семьи жениха, барбу, рано утром приезжают в дом невесты и наряжают ее в традиционный костюм. Свадебное убранство состоит из пышной нижней юбки, туман, длинной рубашки крас, украшенного орнаментом фартука, передняя часть которого называется мизар, а задняя терепштэ, жакет из плотной ткани куртк и пояса кимбар, головной убор, венчающий наряд изящная кофи, повязанная платком хирати. Тем временем в доме жениха играет веселая музыка, гости танцуют гавант. Девушки и юноши наряжают конфетами, монетами и красно-желто-зелеными лентами дерево жениха Дарама Розаль. Женщины готовят на костре блюда национальной кухни, ароматную шурпу, пряный рис и град, царь курдского стола, традиционный хлеб нан. Перед тем, как невеста выйдет из дома, ее брат 3 раза повесывает красную ленту вокруг талии девушки, трижды приговаривая «Тель-Курбат, Тель-Кызбай», что означает «пусть у вас будет много детей, и мальчиков, и девочек». Согласно обычаям, в недалеком прошлом невесту из родительского дома везли верхом на лошади. Во многих удаленных регионах этой традиции следует и поныне. Самым зрелищным и впечатляющим обрядом курдской свадьбы с уверенностью можно назвать бросание яблок. Жених и его друг Бразова ожидают прибытия невесты на крыше дома. По традиции жених должен 3 раза бросить яблоко на голову невесты. Родственники девушки закрывают ее руками, чтобы смягчить удар падающих на невесту яблок. Согласно поверью, молодожены проживут долгую и счастливую жизнь, если яблоки коснутся головы или платья невесты. Затем один из друзей жениха, выкупивший у родительского дома невесты в Алгие-Буке подушку невесты, трижды бросает ее в руки Бразова. И каждый раз Бразова бьет жениха подушкой по голове, в знак того, чтобы все удары судьбы были такими же мягкими, как удар подушки. В завершении обряда Бразова трясет над головами гостей Дарама Розаль, посыпая участников церемонии конфетами и монетами. Спустившись к невесте, жених берет ее под руку и ведет к дверям дома. Молодых встречает свекровь Хаси. Хаси кладет тарелку под ноги невесты. Прежде чем переступить порог, девушка должна разбить тарелку ударом ноги в знак оставления всех невзгод за порогом своего нового дома. В доме невестку ждет свекор Хазу.
который подарит ей золотое украшение, произнеся слова «Отныне ты член нашей семьи». С благословения свекра невестка садится и ей на колени сажают годовалого ребенка, чтобы в скором будущем она обрела здоровое потомство. Тем временем за пределами дома торжество продолжается. Музыканты не скупятся на задорные ритмы, а гости танцуют галант, без которого невозможно представить ни один курдский праздник. Вскоре под звуки дафа и зурны к непрекращающемуся до восхода солнца веселью присоединяются главные герои торжества – Бук и Зава, жених и невеста. Дорогие друзья, тяжелая доля выпала на плечи наших членов жюри. Не так уж и легко выбрать победителя, конечно. И сейчас мы приглашаем на сцену нашего талантливого исполнителя Усенова Мехмеда. Под ваши аплодисменты встречайте! Boş, namufiratna. Nabete yeşil
Дилана Кинаберен. Здорово, Дилана Кинаберен. Наши результаты готовы. Для объявления итогов конкурса на сцену приглашается председатель жюри Тагир Салихов. Дорогие участники конкурса, дорогие гости, сегодня на самом деле был замечательный праздник. Праздник песни, которая уже испытана временем, которая профильтрована временем. И сегодня не надо было знать перевод этих песен, потому что эти интонации, настолько они закодированы, вот именно ваш образ закодирован в этих песнях, они слушались замечательно. И сегодня, наверное, я не дам себя обмануть, сказать, насколько сложно было найти сильнейших. Как много среди вас талантов, тех, которые действительно олицетворяют сущность ваших народов. Вот. С каким-то внутренним волнением, вообще говорят, не судим, но покуда сегодня в жюри, поэтому вынужден
говорит. Пусть это послушает. Итак, третье место. Младшая возрастная группа. Малаев Булат. Ваши аплодисменты. Для вручения наград и дипломов третьей степени приглашается председатель местной национальной культурной автономии Курбы Саратова Якуб Хамидов. Итак, уважаемая публика, дорогие зрители, средняя возрастная группа, третье место присуждается Джураеву Абдул Афо. Итак, старшая возрастная группа. Третье место присуждается Усенову Махмету. От ваших бурных аплодисментов. А сейчас приступаем. Ваше внимание тем артистам, которым присуждено второе место. Младшая возрастная группа Арустамян Ева. Для вручения наград и диплома второй степени приглашается заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Лещенко Тимофей Иванович. Итак, Арустамян Ева. Арустамян Ева. Где наша? Итак, второе место присуждается средней возрастной группе Алиевой Азизия. Второе место старшей возрастной присуждается Мирзаевой Гульза. Итак, уважаемая публика, внимание, в зале тишина. Объявляем победителей вокального конкурса «Молодые таланты-2023». Итак, победители.
Для вручения наград и дипломов первой степени приглашается сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации Патиев Фархат Абдурахманович. Итак, победитель в младшей возрастной группе Юнусова Мария. Победитель в средней возрастной группе Иноземцева Виктория. Возрастной группе под ваши несмолкаемые аплодисменты награждается Ковалев Артем. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с этим праздником. На самом деле, музыка нас всех объединяет. И тем более объединяет то, что мы называем народным искусством, фольклором. Радостно хочется надеяться на то, что мы эти интонации и далее разыскивались, чтобы они были перед нашему молодому поколению, ибо в этом будущее. Спасибо, мы благодарим членов нашего жюри за проделанную работу, благодарим председателя жюри за объявление итогов. Конечно же, хотелось пригласить на эту сцену заместителя министра внутренней политики и общественных отношений Тимофея Ивановича. Поскольку мы проводили это мероприятие вместе, большую поддержку мы получили от вице-губернатора, мы хотим вручить благодарственное письмо на имя Игоря Ивановича и Натальи Валерьевны Трошиной. Я как раз хотел сказать, а где же наши танцевальные коллективы? Для них же тоже готовы благодарственные письма. Они тоже сегодня потрудились, помогли нам сделать это мероприятие действительно праздничным, сделать его красочным. Мы благодарим танцевальный коллектив «Зилан» из Краснокутского района, танцевальный коллектив «Мираж» из этого же Краснокутского района и танцевальный коллектив «Беритан» из Дергачевского района. Прошу благодарственные письма вручить. Давайте я вручу, кто-нибудь подойдет ко мне, и я вручу вашему Саргуванди. Благодарность объявляется танцевальному коллективу «Беритан», художественный руководитель Юсупова Хузал Султановна. Общероссийская общественная организация Федеральная национальная культурная автономия курдов Российской Федерации выражает танцевальному коллективу «Беритан» за показ курдского народного танца на вокальном конкурсе «Молодые таланты-2023» свою благодарность. Итак, следующий танцевальный коллектив. Благодарность выражается ансамблю курдского народного танца «Зилан».
танцевальному коллективу «Мираж» за показ казахского стилизованного танца «Кустар-Кыс» на вокальном конкурсе «Молодые таланты». Руководитель Хайсагалиева Светлана Геннадьевна. Спасибо. Ну и, конечно же, большая к вам просьба представителей из различных районов, которые принимали участие в сегодняшнем мероприятии, руководители коллективов и муниципальных учреждений культуры, просьба будет подойти за сцену для получения благодарственных писем вашим домам культуры. Сейчас я передаю микрофон нашей очаровательной Дилан Рашуян, и мы завершаем наше мероприятие. Для вручения наград нашим членам жюри, которые сегодня славно потрудились, приглашаем на сцену главу представительства Северной и Восточной Сирии Ришада Бенава. А наши члены жюри сегодня Ариадна Прокопиду, Мирзада Мамади, Тагир Салихов, Татьяна Бондаренко. В завершении конкурса мы приглашаем на сцену всех участников вокального конкурса «Молодые таланты-2023» для вручения памятных подарков от Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации. Дипломы участника будут вручены за кулисами. На сцены приглашаются Акчурина Айша, Алиев Бари, Алиева Азиза, Арамян Карина, Арустамян Ева, Бабаев Ибрагим, Берешева Алена, Василькина Виктория, Джурев Абдулвафо, Яндягина Виктория, Ермилова Дарья, Ефимова Юлия, Иноземцева Виктория, Ковалев Артем, Малаев Булат, Максудова Мальвина, Мирзаева Гулизар, Михайлова Алиса, Морозова Ольга, Набиева Шушан, Фатиева Ариана, Перимова Софья, Подлесных Полина, Попова Ангелина, Соловьева Дарья, Усенов Махмед, Хаджиева Саре, Юнусова Мария, Юсупов Диар. Поднимаемся все на сцену, пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, наш вокальный конкурс «Молодые таланты-2023» подошел к концу. Он подошел к концу, но сколько приятных воспоминаний, впечатлений, сколько теплоты осталось у нас на душе, не правда ли? Будем вспоминать с теплотой данный день. А я говорю вам до новых встреч. Увидимся с вами на следующем праздничном мероприятии. Всем успеха, добра и любви.